Тема родных языков, Радий Фаридович. Мы по телевизору видим, что вы в рамках ваших рабочих поездок в эфире Республики Лайв, что вы все чаще и чаще, все охотнее, все смелее говорите на башкирском языке. Понятно, что очень тяжело человеку, который изначально не говорит в быту на родном языке, будь то башкирский, будь то любой другой. Вы, кстати, мы знаем, что говорите на нескольких иностранных языках. Очень тяжело, когда у тебя нет практики, ты стесняешься этого. Вот. Ну, ваша позиция по этому поводу. Вот у вас сознательная вот эта тяга к родному языку, и с этим ли связано то, что у нас в республике так активно сегодня строят полилингвальные школы? Раньше вообще об этом не было речи, и мы даже не знали, что это такое. Ну, у меня такой интересный, я считаю, я вообще вот как экземпляр вот, довольно типичный с другой стороны. Вот я мальчишкой был, жил в деревне. Я рассказывал, до 5 лет я ни слова по-русски не знал. Я переехал в садик 5 лет и пошел в русскоязычную среду. И мне мама, она учительница русского языка, говорила: Улым, обязательно хорошо учи русский язык, потому что к тебе вот даже требования будут, если ты ошибешься, как бы, потому что ты вот, значит, не родной язык. Вот. И сейчас, после долгих лет, когда я возвращаюсь, и вот у меня был такой интересный разговор, есть время, да? Я поехал, помню, одна из первых поездок в Бурзянский район. Я приехал на Сабантуй. Но я еду, и глава, очень деликатно, тогда, если Рустам Деиславович был, он сидит в машине, Радий Фаридович, вы же выступать будете? Я говорю, да. Он говорит, знаете, вот мы когда здесь говорим, у нас вот даже у меня водитель русский, он по-башкирски говорит, и молчит. Я говорю, Рустам, ты хочешь мне сказать, чтобы я на башкирском выступал? Ну, было бы правильно. И вот, значит, мы говорим, я говорю там на языке. А молодежи как это говорят? Я кайфую от этого, если так можно сказать. И это очень здорово, во-первых, возвращаться. Потом у меня, видимо, глубоко в подкорке это сидит. И потом, когда ты разговариваешь, во-первых, это твой родной язык. Ты делаешь уважение людям. Людям легче с тобой разговаривать. Вот. И для меня это важно. И это не просто так появилось, безусловно. Начиная с того, что, как я говорил, у меня вот в этом телефоне, значит, программа «Салям», которую я уже вот так вот все, значит, выучил, и другие программы. Вот. Но что я хочу сказать, вот важно это. Мы полилингвальные гимназии строим, конечно. Это очень важный показатель характера нашей вот, национальной работы, национальной политики. Мы построили 3 полилингвальные башкирские. Но мы в Нефтекамске построили татарскую. Мы запроектировали уже полилингвально марийскую, значит, в Мишкино. И сейчас я пока не определился, мы чувашскую полилингвально будем делать. Мы должны поддерживать все языки. С местом, где она будет? Вот знаете, вот я главам как-то сказал, либо Белебеевский, либо Бежбуляк, либо вот посмотрим. Пусть они сделают мне предложение, от которого я не откажусь, хорошее место, чтобы было, значит. И очень важно еще, чтобы вот эти полилингвальные гимназии были востребованы. Вот это очень важно, потому что иначе дискредитируется эта роль. То есть ребенок должен прийти сюда и хотеть, значит, изучать, например, там, географию на чувашском языке. Понимаете, это непросто, поэтому, или там на татарском, или на марийском. Вот, поэтому здесь вот нам важно к этому подходить. Но у нас планов, значит, я сейчас даже не назову, потому что поменялась цифра. Я хотел вообще 10 полилингвальных гимназий построить. Ну, вот к 2024 году у нас задача, вот на данный момент где-то около 12 полилингвальных гимназий речь идет. Вот следующая полилингвальная гимназия, которая уже на выходе, как говорится, это мы в Акере.